Ассаляму алейкум. Наступил священный для мусульман месяц Рамадан, и в этот месяц верующие соблюдают сухой пост, отказываясь от еды и воды от рассвета до захода солнца. Как в этот период не навредить организму и извлечь максимальную пользу из голодания, мы пригласили обсудить врача-гастроэнтеролога Лутфие Маметову. Ассаляму алейкум, Лутфия ханум. Пост – это нелегкое испытание для организма. И скажите, пожалуйста, кому можно, а кому по состоянию здоровья пост держать нельзя во время Рамадана? Вообще-то существует масса заболеваний, при которых не рекомендуется вообще интервальное голодание или обычное голодание. Вообще слово «голодание» для них противопоказано. В частности, например, вот люди, которые страдают заболеваниями желудка, та же язвенная болезнь, тот же гастрит какой-нибудь эрозивный, та же рефлюксная болезнь. Это только то, что касается желудка. Про онкологию я вообще молчу. Например, патогенность язвенной болезни, откуда она появляется? Увеличивается кислотность желудочного сока, и эта кислотность может, так сказать, поедать собственную слизистую желудка вследствие различных причин. То ли это нервный стресс, то ли это какой-нибудь... какая-то строгое сухоедение, какая-то, так сказать, неправильная диета. Люди сами себе считают, что вот так правильно, и так питаясь правильно, по их мнению. Тоже, кстати, злоупотребление кофе. 2-3 чашки в сутки – это нормально. Но когда человек сидит только на одном кофе, а кофе, как мы знаем, тоже как раздражающее для слизистой желудка, соответственно, это тоже ведет к язвенной болезни. Избыток газированных напитков, в частности, избыток алкоголя, курение, все это негативно влияет на слизистую желудка. И если уже есть язвенная болезнь, то, соответственно, первое лечение там всю жизнь это была диета. Всю жизнь диета, частое дробное питание, чего нельзя достигнуть во время интервального голодания, что есть мусульманский пост. Нам нельзя, чтобы слизистая желудка раздражалась соляной кислотой. А еда нужна, она разбавляет соляную кислоту, она там нейтрализует вот эти все негативные влияния кислоты, и язва сама по себе потихонечку заживает. Допустим, возьмем диабет, не желудочно-кишечный тракт, диабет. Но я хочу подчеркнуть инсулинзависимый диабет, который нужно строго контролировать, нужно есть правильно, нужно колоть вовремя. Онкология, организм сам съедает свой белок, а извне ничего не поступает. Опять-таки голод, организм и так истощен, иммунная система истощена, голод усугубляет этот момент. И опять-таки ухудшает самочувствие. То есть в интернете гуляет много информации о том, что голод, наоборот, при онкологии полезен, но это... Есть. Но пишут, но я не считаю, что там есть какая-то доказательная база. Это мое мнение. Нет научной базы, нет подтверждения того, что реально можно излечиться от онкологии, имеющейся онкологии, которая в запущенных стадиях, что ее можно вылечить вот так. Нет такого. Хорошо. А для здорового человека, учитывая, что это сухой голод, и чтобы не навредить организму и максимально извлечь пользу из этого голодания, как правильно совершать разговение, вечерний прием пищи, и сухур – это пища, которую мы принимаем до рассвета. Что из продуктов в приоритете, а что лучше исключить на этот месяц? Люди привыкли, они целый день держат пост. И они рассчитывают, что когда вечером наступает момент разговения, мысли, сейчас я наемся. И есть люди, которые специально на ужин готовят много блюд из теста, допустим, жирную, жареную пищу, так, чтобы наесться, зачастую, чтобы хватило. Да, зачастую. И мало того, что обильная пища, она тяжелая пища, она не приносит пользу организму. Там надо найти тот момент, когда ты вроде бы и пост соблюдаешь, и одновременно ты себе не вредишь. То есть в этом плане желательно исключить жирную жареную пищу. Опять-таки блюда из теста. Мало ли то, что ты это любишь.
что ты этого хочешь. Например, вот татарское блюдо, те же да, манты, чебуреки, лохумы, бурма, да, это вкусно, но это можно отложить на постфактум. После уразы, пожалуйста, ешьте. Но здесь самое главное, ведь вот эта тяжелая пища, чем она вредна? Тем, что человек наедается, он рассчитывает наесться и выспаться. А выспаться невозможно, потому что в этот момент, вот когда вот эта тяжелая пища, она все время бродит, она все время переваривается, и нет того момента, чтобы организм реально за ночь отдохнул, как и положено ему. Метеоризм нарастает, нарастает тяжесть в желудке. Опять-таки, все процессы пищеварения рушатся. Но если вот во время вот этого вечернего съесть правильную пищу, положено, например, стакан воды, финик. Вот почему вот финик? Потому что там очень хорошие углеводы, энергосберегающие для организма. Там очень много микроэлементов, очень много пользы от него. После, например, можно съесть обычный супчик. Но супчик не наваристый, не на таком вот на первичном бульоне, который бы кислотность давал и давал опять-таки вред, а на втором бульоне. Пожалуйста, куриный супчик, пожалуйста, мяско, не жирное мясо, не жареное. Можно кашки. Нужно как раз есть то, чтобы в течение там 2-3 часов максимум переварилось, усвоилось и позволило тебе отдохнуть за ночь. Утро, например, наступает утро. Желательно хлеб, вообще рекомендуют из пророщенной пшеницы, например, из пророщенных злаков. Тоже хорошо переваривается, сберегает энергию на целый день. Каши. Вот именно утром каши. Гречневая каша, овсяная каша, может быть, пшенка обычная. Опять-таки, их эффект обволакивает желудок. И эти каши, они очень долго усваиваются, они дают энергию на весь день. Они насыщают организм, как-то распределяют энергию на целый день, на трудоспособный день. Чем чревато для здорового человека, здорового организма месяц неправильного питания во время уразы? Какие-то болезни? Человека? Какие болезни? Если он недостаточно пьет жидкости. А жидкость это очень важно для организма. Она, все клетки состоят, больше 80% из жидкости, из воды. Вот человек не допивает воду. Сухость кожи. Соответственно, к чему это может привести? Сухость, недостаток влаги для волос, выпадение, всякие проблемы с волосами. Это только то, что внешне видно. Для желудочно-кишечного тракта это чем чревато? Вот недостаток воды, опять-таки, давление, работа сердца. Получается, опять-таки, могут быть какие-то аритмии, какие-то сбои. Это все недостаток только воды. Для желудочно-кишечного тракта недостаток воды не формируется, кал, не формируется у людей запоры, у людей метеоризм. Может быть, ночью, под утро, вечером восполнять этот водный баланс, чтобы днем ты это не чувствовал. Очень многие, особенно молодежь, пренебрегают сухуром, то есть утренним, дорассветным приемом пищи. Категорически неправильно. Да, на первые 2-3 дня, может быть, неделя, это нормально. Потом начинается головная боль, начинается бессонница, начинаются непонятные перепады давления, непонятные перепады настроения. Человек раздражительный, человек злой. Он не может адекватно реагировать на обычные какие-то раздражители извне. И причем он сам этого не понимает. Он не понимает, почему это произошло. Вот он просто злится, он просто раздражительный, он просто... у него все из рук падает, он не может работать, а причину он не может понять. А причина банальная. Ты не получил те микроэлементы, те белки, жиры, углеводы, которые ты должен был получить с пищей. И у тебя нет этой энергии. Да, говорят, голод сжигает жир, там несколько килограммов, люди радуются, вот мы потеряем килограммы, мы похудеем, нам будет хорошо. Но это неправильное голодание. В Коране же написано, ты должен не навредить себе, а ты, получается, не зная, непроизвольно, ты сам себе вредишь.
Как ураза влияет на беременность и кормление грудью? Знаю немало таких девушек, женщин, которые придерживались поста в Рамадан во время беременности и кормления грудью. Опять-таки, может быть, я скажу не то, что надо, но это вот моя точка зрения. Я читала, что вот в Коране написано, что если беременная, кормящая, чувствует себя хорошо, ничем не болеет, у нее все хорошо, то она может держать пост. И разрешено не держать пост на усмотрение самой кормящей, самой беременной. То есть если она чувствует себя прекрасно. А где гарантия, что она реально здорова? Ведь вот есть такое понятие. Здоровый человек – это не до конца обследованный больной, так можно сказать. Что если копнуть глубже, то обязательно где-то есть какое-то заболевание, которое ты можешь не знать на этот момент. На момент беременности, на момент кормления. Любое заболевание в этот момент может обостриться. Это первое. Второе. В конце концов, ты беременная или ты кормящая. Ты отвечаешь не только за себя. У тебя ответственность за ребенка. А ребенок, он не может не сказать. Он же не скажет, что я голоден. Он не скажет, что мне плохо, что мне того-то не хватает, мне того-то. На ранних сроках беременности вообще закладка идет органов и систем. Если человек держит уразу, там что-то недополучает в какие-то моменты, у ребенка будет неправильная закладка, будет гипоксия, он не будет получать столько кислорода с кровью матери, сколько это нужно. А кислород откуда приходит? С едой, обогащение, вот эта энергия, она все, и энергия, и все питательные вещества идут через кровь, через пуповину. Ребенку этого недостаточно, не пришло. Что получается? Гипоксия плода, вес теряет ребенок. Внутриутробно еще теряет вес, нарушается его сердечно-сосудистая деятельность. Ураза может привести к преждевременным родам даже. И нет гарантии, что ребенок рожденный будет здоров. Теперь кормящая. В настоящее время кормление показано по мере необходимости ребенку. То есть он захотел, мы покормили. Не захотел, нет. И поэтому промежутки там бывают от часа до 3 часов. Смотря вот как ребенок насыщается. И если мама, например, вовремя не ест, хотя сказано, вот в медицине сказано, что количество молока, качество молока зависит от гормона пролактина, который во время беременности нарастает, а во время родов и при кормлении он есть. Вроде бы как мама голодает, но количество молока не зависит от того, сколько она жидкости получает. Хотя вот 87% или 80% или 90% молока – это просто вода. Но эта вода, она идет из тканей мамы. В течение дня она не получает жидкости. А молоко есть. И в том количестве, сколько надо ребенку. То есть что получается? Клетки мамы отдают свою воду ребенку для молока. Извне вода не поступает. И получается, опять-таки, внутренний водный баланс у мамы истощается. И это ведет к заболеванию непосредственно мамы. А только с молоком идет иммунная система ребенка оздоравливается. Только с молоком ребенок может воспрепятствовать какой-нибудь инфекции, той же простуде. Чохсагулнус Латвия Ханом. Ну а мы желаем всем, чтобы священный месяц Рамадан принес в каждую семью здоровье, достаток и благополучие.